Мода, как у нас с этим, Мода. в общем понимании, как одеваться, что модно. Стараются, наверное, одеваться. Сама люблю наблюдать за тем, как на каких-то мероприятиях одеты там соответствующие там чиновники, женщины, естественно, мужчины как-то меня мало почему-то в этом отношении замечаю. Ну, иногда там рубаху что-то заметишь, потому что думаешь, вот я бы мужу такой же купила. И не так давно, кстати, я для себя думала, кто же у нас так все-таки, действительно так колоритно, красиво, вот, стильно одевается. Но мне всегда вот импонировал очень министр экономики, хотя он говорил, думаю, просто вот изящно, все подобрано, все со вкусом. Ну, это та категория людей, которым надо прежде всего одеваться, одетым быть хорошо, стильно, модно, потому что это прежде всего формирует к тебе доверие. Если ты ухожена, если ты одета, если ты говоришь, если ты как-то себя ведешь определенно, соответственно, у людей к тебе появляется доверие. Да, я могу доверять этому человеку. А для них это прежде всего, для госслужащих, тем более для министра экономики, это прежде всего вот, получить вот это доверие, это очень важно. Меня иногда удивляет, что у нас плохо одеты журналисты. Я всегда вот удивляюсь. Ну да, у нас ведущие одеты хорошо, там, да, тот же Оригус, Телеком. Как только переключается сюжет на какого-то вот этого журналиста, который там ведет репортаж, да, я больше не могу смотреть на сюжет. У меня одни мысли, почему ты так плохо одет. Ну, может быть, конечно, зарплата не позволяет, тогда это минус руководителю, потому что твой штат должен выглядеть соответственно. Если ты переключаешься с ведущего и получаешь какого-то мальчика в джинсах, мальчик в джинсах в футболке это еще полбеды. Но когда ты как женщина знаешь, что эта вещь куплена в Инсити, грубо говоря, да, в дешевом магазине, и в этом стоит репортер и делает определенную какую-то информацию, там, доносит до тебя, вот это колорит такой, тенденция такая отрицательная для телевидения, тем более, мне кажется. Вот. А то, что по улице, мы не настолько хорошо зарабатываем, чтобы хорошо одеваться, если честно. Мне жалко людей, которые не могут себе позволить, там, врачи те же самые, там, учителя. Я всегда удивляюсь, вот лето, да, значит, они получили отпускные, грубо говоря, там, в июне, да, они получили, там, максимум это 1030. Вот тебе живи июнь, июль, август, а в сентябре тебе надо выйти в новом костюме. А костюм, средний, хорошенький такой костюмчик, 1008 стоит, без остального, там, туфли и так далее. И они выходят в том, что есть, то, что у них еще там наработано, все равно у преподавателя очень большой гардероб. Это вот эти люди, у которых большой гардероб. Вот эта категория старается как-то, не знаю, как они это делают, сложно. А молодежь, кстати, преобладает у нас не одна я, так считаю, это черный цвет. Я как-то оказалась в Челябинске в мае месяце, и там было 30 градусов, наверное, 2 мая. И все шли в ярких желтых юбках, в ярких желтых там каких-то кофтах. И супруг мне тоже сказал, вот смотри, даже если бы у нас 2 мая было 40 градусов, жара прямо печет, у нас бы все равно все шли в черном. Мы очень, это говорит о том, что мы очень закрыты, мы долго переключаемся вообще. Мы не имеем финансов, чтобы быстро переодеться, плюс ко всему. И это настроение, оно как-то к нам медленно приходит. Пошел дождь, мы все в черном. Все, дождь идет. А то, что на улице тепло, в принципе, можно было бы одеть и какое-то там серое с розовым, серое с красным, и ничего бы не изменилось у тебя. Такого нет. Чего-то как-то у нас не получается. И поэтому город всегда такой серый, мрачный, какой-то даже иногда еще грязь по улице. Бывает. Улан-Удэ иногда в дождь, он похож на Красноярск, но в Красноярске опять люди идут все в ярком, а Улан-Удэ в черном. А если о высокой моде, говорить не буду, потому что не в теме. О высокой моде не в теме. Не знаю. Когда видела коллекцию нашего известного модельера как-то в ресторане случайно. Да, коллекция свадебных платьев. Здорово.
там, конечно, материалы и так далее. И еще мне нравится момент, когда бурятская свадьба проходит, и есть такие пары, которые позволяют себе заказать дизайнерское вот это платье национальное, да, вот, чаще всего они заказывают в Москве. Вот, вот я люблю побывать на такой свадьбе ради вот этого платья, чтобы вот близко его рассмотреть, вот эти все украшения, там вот здесь как-то все это пошито, там стоимость там платья 1200. Просто вот, мне кажется, такие платья, потому как бы в какую-то общую коллекцию бурятских национальных платьев, чтобы это неудобно было, а вот кто-то бы вот это все собирал. Да, но потом на будущее обязательно, ведь это же модельная вещь, это же искусство, а такое платье это искусство. Я видела уже 3 раза такое платье, но это просто, конечно, какие-то наши бурятские модельеры, которые живут в Москве, и их шьют. Ну вот мода это все, что о моде я больше